начальник ураду Сергей Румас заявіў, што Беларусь будзе купляць расійскую нафту по цане от $4 за баррель. І красавіку плануецца закупіць 2 мільёны баррелей ці тонн нафты. Ці пагодзяцца расійскія кампаніі на паставку нафты ў Беларусь по такім кошце, мы сёння і абмяркуем з маім госцем, а гэта расійскі эканаміст, аналітык нафтагазавага сектора Михаил Крутихин. Добрый день, Михаил Иванович. Добрый день. Михаил Иванович, я начну, может быть, так вот с такого вопроса, который беспокоит всех автомобилистов. Вот, может быть, в России уже так произошло. Все знают о том, что цена нефти очень так сильно упала. И, соответственно, все говорят, ну, раз нефть такая дешевая, так и бензин должен быть дешевый. Подешевел бензин уже в России на автозаправках? Нет, и не должен подешеветь. Я боюсь, что даже подорожает, потому что цена бензина у нас образуется не из цены нефти, это только малая доля какая-то, меньше там 6,5 или 7% в цене – это стоимость нефти. А главным образом это налоги. И тут не просто налоги. Ну, поскольку правительство хочет, чтобы на бензоколонках цена была примерно одинаковая и не очень росла, то налоги все-таки на эту цену увеличиваются. 2 раза в год у нас акцизный налог повышается. А это значит, что нефтеперерабатывающие заводы, они терпят убытки. Когда нефть была дорогая, им пришлось покупать дорогую нефть и продавать ее по цене довольно дешевого бензина. И поэтому правительство выделило из бюджета им так называемый демпфирующий налог. То есть приплачивало, чтобы они уж совсем в убыток не были. А тут вот цена взяла да уменьшилась. И вроде бы должна уменьшиться цена на бензоколонках, но эти же самые нефтеперерабатывающие заводы теперь должны эти деньги возвращать в бюджет, то есть деньги идут в обратную сторону. И поскольку они понимают, что им придется еще неизвестно сколько платить дополнительно в бюджет, поэтому они цены не снижают для своего топлива, и цена на бензоколонки остается прежней, а иногда даже подрастает. Ну, я так понимаю, что такая же, ну, приблизительно такая же ситуация и на белорусских автозаправочных станциях, и ожидать, что вот раз там чуть ли не по $5 бензин венесуэльский, нефть венесуэльская продается, то и у нас тут сейчас станет по 5 копеек бензин, то такого не приходится. Ну, не получается. Вот мы видим, например, что в Соединенных Штатах Америки, где другая система налогообложения нефтяной отрасли, там очень быстро реагируют цены на автозаправках, и сейчас, ну, как какие-то рекорды бьют. Если раньше за галлон там было, ну, где-то больше $3, $4, то сейчас $1.75. Это означает, что, ну, меньше 25 рублей за литр американские автовладельцы платят на заправке, они счастливы. Давайте тоже, чтобы, может быть, ввести людей больше в курс дела. Все там читают заголовки такие громкие о том, что там цена нефти за баррель с рекорд побила минимума. А на самом деле, что происходит на сегодняшний день на нефтяном рынке? Вот как бы вы описали эту ситуацию? Ну, цены очень низкие. На цены давит то, что маленький спрос. И покупатели нефти могут выбирать, у кого нефть купить. А производители, у которых нефти накопилось много-много-много, и останавливать свои скважины, насосы и все остальное не хотят, они дают скидки. И скидки такие, что все борются не за прибыль уже, а за то, чтобы сохранить свое место на рынке, рыночную нишу. Вот вчера, например, цена на российскую нефть была уже чуть-чуть выше $10 в Европе. За день до этого $13. Но 1 числа, 1 апреля, мы видим, что казахстанская нефть, которая попадала в Европу, она по 7 с небольшим долларов предлагалась. И поэтому конкуренция такая мощная, что да, действительно, цена на российскую нефть, она уже стала ниже себестоимости. То есть нефтяные компании терпят убытки. Вы сказали о том, что сейчас потребитель выбирать может, у кого покупать, какие цены.
Беларусь в этой ситуации, вот есть ли у нее возможность выбирать, исходя из того, что вот у нас нефтепровод, у нас исторически сложившаяся схема получения нефти только из России, есть ли у нас возможность выбрать? Да, конечно. Во-первых, можно выбрать нефтяную компанию в России, которая охотно согласится с большими-большими скидками продать свою нефть. Дело в том, что российские компании многие испытывают проблемы с реализацией нефти в Европе. Отказываются потребители. Ну, иногда долгосрочный контракт, там еще что-то берут, но тоже уже не очень охотно. И требуют пересмотра ценовых формул в этом контракте. А если нефть отправляется на свободный рынок, так спотовая такая нефть, то бегают танкеры по всему миру, и трейдеры, которые купили российскую нефть, не могут ее нигде пристроить, и поэтому вынуждены продавать ее, ну, фактически отдавать за бесценок, чтобы прекратить платить фрахт владельцу танкера, чтобы прекратить платить страховку за это, ну, то есть, чтобы не нести дальнейшие потери. И российские компании, чтобы хоть не заглушать свои насосы, качалки и скважины, они могут предложить нефть, которая в избытке сейчас, сохранить ее негде, они могут предложить ее со значительной скидкой. Да, действительно, скидка может составить, вот как Венесуэла предлагает, по $5 за баррель, а в Канаде и в ряде мест Соединенных Штатов там уже приплачивают, то есть цена становится негативной. То есть получается, что слова премьер-министра Беларуси Румаса о том, что будем покупать российскую нефть там, по $4 плюс-минус там, за баррель, они все-таки реальны. Это не было сказано ради там, красного словца. Я могу подтвердить, что такие условия сделки, не долгосрочный контракт, а условия сделки сейчас вполне реалистичны. То есть можно найти компанию, которая, чтобы не останавливать себе работу, она продаст эту докопившуюся нефть очень дешево. Но мы прекрасно понимаем, что вот эти все отношения и поставки нефти в Беларусь из России, они, ну, с одной стороны, оно, как любят говорить у нас, такие взаимодействия двух хозяйствующих субъектов, ну или трех там, но по большому счету они-то имеют под собой политический контекст. И если приходится там президентам двух стран решать, сколько же будет стоить нефть, газ российская для Беларуси, то и тут может возникнуть какой-то политический ну, нюанс, когда Кремль скажет какому-то поставщику, ты-то, может быть, и хочешь поставлять, и согласен поставлять по такой цене в Беларусь, но мы тебе не рекомендуем. Ну, я, конечно, не исключаю такой ситуации, потому что действительно никакой экономист вам не предскажет политические нюансы. Но если есть какая-то нефтяная компания в России, которая говорит, ну все, у меня выхода нет, мне или останавливать производство, глушить скважины, потому что нефть девать некуда, и потом я эти скважины, ну, потрачу год на то, чтобы привести в рабочее состояние, и это мне очень дорого обойдется потом. А вместо этого дайте-ка я вот эти излишки нефти все-таки продам. Куда я могу продать? Ну, выбирайте. Или вам нормальные отношения с нефтяниками, спасение российской нефтяной отрасли хотя бы на время, или вам какие-то политические игры с соседним государством. То есть насколько реально, что вот Кремль не будет на сегодняшний день, исходя из того, какая есть ситуация, вот в нефтянке сложилась, с бюджетом, со всеми этими делами, вот не станут противиться, пойдут навстречу, скажем, мы понимаем вашу ситуацию, согласны вы поставлять Минску по такой цене, поставляйте. Но логично, если по всей логике, судите по экономической логике, по всей логике коммерческой, то да, так и нужно поступать, потому что нужно продолжать производство и избавляться от излишков нефти по любой цене. Но у политиков логика не всегда работает, как вы знаете. Тут я ничего предсказать не могу. Да, к сожалению, трудно что-то предсказать. Все-таки, если вот вы сейчас говорите, да, на сегодняшний день такая ситуация, что нужно избавляться от излишков нефти. И компании согласны это делать, чтобы не останавливать производство. Но если эта ситуация будет продолжаться, я имею в виду с ценой, насколько долго хватит компаний?
Ну, вот давайте, мнение было не так давно высказано вице-президентом компании «Лукойл» Леонидом Федуном. Он сказал, что если цена удержится на уровне $25 за баррель нефти, то это катастрофа. И это будет означать, что российская нефтяная отрасль будет вынуждена начать сокращать добычу нефти где-то с 2022 года. Я думаю, что когда цена на российскую нефть, ну, от 10 до 13, а сейчас уже меньше $10 опускается в моменте, то момент этот приближается. Я не исключаю, что придется сокращать добычу уже в этом году. И в такой вот ситуации Беларуси придется искать каких-то поставщиков уже не с Востока, но я имею в виду не с российской стороны, а где-то смотреть, саудиты будут поставлять или еще кто-то, искать другие пути? Ну, здесь, конечно, рынок есть рынок. Если удастся договориться с российскими компаниями о ценах, которые будут ниже, чем саудовская нефть или норвежская нефть или еще какая-то нефть, то, конечно, договорятся с теми, кто даст более низкую цену. Тут уже коммерция. Другое дело, что нужно учитывать, что российская нефть течет все-таки по трубе, по старой, хорошо испытанной трубе и вполне работоспособной. А для того, чтобы получить нефть, скажем, через Черное море или через Балтику, нужно несколько раз ее перегружать, использовать иногда железную дорогу, идти через территорию транзитных государств. Ну, там цена может повыситься, так что эти сделки могут оказаться неконкурентными. Я вернусь еще раз к этому возможному контракту на поставку 2 миллионов тонн нефти там по $4 за баррель. Ну, такие условные $4, но где-то близко к этой цене. Вы сказали, что краткосрочный контракт этот возможен. Можно ли воспользоваться ситуацией, что вот такая ситуация на рынке, такие цены, и как они будут падать и сколько так низко продержится, неизвестно. Ну, воспользоваться этой ситуацией и попытаться заключить, ну, если не на год там контракт, то там, по крайней мере, на 6 месяцев. Ну, я думаю, в этом случае уже будет вступать в силу политика и соображения политиков, а не какой-то нефтяной компании, которая ищет, куда пристроить лишнюю нефть. Тут я предсказать ничего не могу. Будет политическая воля в Минске и в Москве, будет такой долгосрочный контракт. Не получится, то придется отдельными партиями покупать, когда цена дешевая, и есть возможность это сделать. Вы говорите, политическая воля в Минске или в Москве. Ну, в Минске-то всегда была политическая воля, направленная на то, что как можно дешевле покупать энергоносители у России. А Москва, что может подтолкнуть ее к тому, чтобы вот политическая воля Москвы была также на то, чтобы пойти навстречу Минску в этом вопросе? Ну, мы уже не раз слышали заявления российских руководителей о том, что главное вот в таком сотрудничестве, во взаимном обмене, это согласие белорусской стороны на условия интеграции. Что под этим разумеется, тут можно только догадываться, какие условия интеграции. Но это политические условия, тут комментировать мне очень трудно это. Я хочу только обратить внимание на другое. Ну хорошо, вот там 2 миллиона тонн нефти можно. Посмотрите, сколько нужно на год для того, чтобы удовлетворить потребности белорусские. Ну, это где-то 5 миллионов тонн. Но кроме этого, для того, чтобы экономика работала и получала прибыль, необходимо дополнительно где-то подкупать сырую нефть, загружать два нефтеперерабатывающих завода, а затем все-таки реализовывать эту нефть. Вот получится здесь коммерческая схема, то есть цена закупок, цена переработки и та цена, которую можно выручить за экспорт вот этих нефтепродуктов. Вот тут надо все очень тщательно просчитывать, потому что конкуренция на рынке нефтепродуктов в Восточной Европе тоже будет очень и очень высокая. То есть получается, по большому счету, что вот эти 2 миллиона тонн нефти, которые и удастся купить по такой низкой цене, то это нефть для внутренних потребностей. Скорее всего, и смысла нету что-то пытаться из переработанных вот нефтепродуктов потом
попытаться поставлять в Европу. Но, ну, в принципе, мощность такая, работоспособность двух НПЗ в Беларуси, это где-то, ну, условно говоря, 18 миллионов тонн, и они нормально будут себя чувствовать. Вот надо получить в год 18 миллионов тонн, часть из этого переработать для внутреннего потребления, а часть пустить на продажу, на реализацию, да, экспорт, и тогда будет какая-то прибыль. Вот эту прибыль надо будет просчитывать. Мы сейчас не знаем, какая будет цена, скажем, нефти, которую получили очень дешевую в Европе, скажем, где-нибудь в Австрии или в Германии или даже в Польше, переработали, а потом начали продавать на тех же самых рынках, на которые устремились нефтепродукты из Новополоцка и из Мозыря. Кстати, вот сейчас говорят о том, что многие пользуются страны этой вот возможностью по низкой цене купить нефть и заполняют свои нефтехранилища, все, которые возможно под завязку. И тут несколько моментов. Если наступит вдруг такой переломный момент и нефть начнет расти в цене, то тут уже есть запасы, купленные по низкой цене. И опять получается, зачем покупать дороже, если можно использовать запасы. Получается замкнутый круг, может быть, в который попали, который позволит достаточно долго не поднимать цены на нефть. Но здесь тоже, во-первых, есть резервные мощности по хранению, это раз. Потому что говорят, сейчас они где-то уже через несколько месяцев по миру, как ожидают, должны заполниться. После этого цена еще больше рухнет, потому что некуда будет девать нефть, и придется ее за бесценок отдавать. Но, скажем, в Соединенных Штатах Америки есть свободные мощности, в Китае есть свободные мощности. А вот где их нет, это Россия, например. Вот если у России все заполнено, то придется отдавать действительно за бесценок, потому что девать эту нефть некуда. То есть, может, я еще такую шутку слышал, что еще, может, приплачивать будут за то, чтобы нефть из нефтехранилища кто-нибудь забрал. А уже делается это. Вот в Соединенных Штатах, я знаю, два как минимум случая. Это далеко от инфраструктуры работающие компании, которые просто свое собственное хранилище хотят опустошить, отдать эту нефть для того, чтобы продолжать работать и снова их заполнять. Они приплачивают, чтобы у них забрали эту нефть. Это же происходит в Канаде в нескольких случаях. Это происходило, ну, исторически, это происходило, мы уже это все видели несколько раз в истории, когда нефти было слишком много, и владельцы ее, погрузив нефть в танкеры, не могли ее никуда реализовать, а за фрахт танкеров, за аренду, за страховку, за все надо платить. И для того, чтобы хотя бы опустошить этот танкер, избавиться от этой нефти, перестать платить судовладельцам, они отдавали эту нефть и еще приплачивали, чтобы у них забрали. Так что бывает в моменте цена нефти отрицательная. Я еще раз вернусь к этой цене за $4. С одной стороны, очень такая красивая цена, аж душа радуется, когда ее слышишь. С другой стороны, я слышу такие непонятные заявления, что такая низкая цена на нефть, она даже невыгодна Беларуси. Вот возможно ли такое? Ну, я не знаю, потому что если дешево купить, потом переработать и с выгодой продать нефтепродукты, то это бизнес, это нормальная схема для того, чтобы это коммерция. Ну а где тут невыгода, я не вижу. Тем более, что контракт этот не долгосрочный, а одноразовый. Поэтому никаких обязательств длительных здесь нет, и это просто чистая коммерция. В то же время такие низкие цены на нефть, они, насколько я понимаю, замораживают все возможные проекты, там, начиная, ну, если в России это говорить о том, что, может быть, там где-то вкладывать в модернизацию добычи нефти, там какие-то производства еще, то в Беларуси вот был, например, такой проект, когда начались все эти непонятная ситуация по поставках нефти, о том, чтобы сделать полностью такую, проложить трубу от Балтики до Черного моря. Естественно, просчитывали уже, сколько это будет стоить, а в сегодняшних реалиях и вроде получается и труба это не особенно нужна, и денег на нее особо и нету. Ну, правильно, каждый проект должен быть просчитан с точки зрения его рентабельности, когда он окупится и принесет или не принесет какую-то прибыль. В таких условиях он, конечно, не принесет никакую прибыль. Любой, ну, нефти очень много, и
ну, проблемы с логистикой, как у белорусских НПЗ, то есть доступ к другим источникам, он затруднен необходимостью перевалки, более сложных маршрутов. Где-нибудь такие же проблемы испытывают нефтепереработчики в Словакии, в Чехии, в Венгрии. То есть, да, такие проблемы есть, а строить какие-то новые трубы в расчете на то, что они потребуются для какого-то мифического коридора север-юг, например, как были такие проекты, но я думаю, они должны быть заторможены, потому что прибыли в таких проектах, ну, прибыли не просматриваются. Давайте еще про грустное. Вы сказали о том, что где-то, может быть, раньше даже, чем в 2022 году, начнется сокращение, ну, возможно, начнется сокращение добычи нефти в России. И к чему это приведет? Как отреагирует экономика России? Ну, это катастрофическое, вот сценарий какой-то действительно катастрофы. Потому что, во-первых, это воздействие на доходы российского бюджета. С одной стороны, цена уменьшается, это значит, в бюджет не поступают деньги сверх цены $42 40 центов, вот, и разницу между ценой реализации нефти и ценой вот этой отсечной как бы цены приходится компенсировать за счет фонда национального благосостояния. То есть деньги идут не в бюджет, а из бюджета, то есть в бюджет они идут уже из кубышки, из копилки, а не от нефтяных компаний. Это, насколько хватит этого фонда, это трудно сказать. Кто-то говорит на 1,5 года, кто-то говорит на 6 лет. Тут гадать чрезвычайно сложно. Это раз, то есть это денег будет меньше в России. Второе, если придется прекращать какие-то производства, забывать о планируемых проектах, то это занятость. Это у нас сотни тысяч людей заняты в нефтегазовой отрасли. У нас один «Газпром» только 400 тысяч человек, а если учитывать компании, которые ему поставляют материалы, обслуживание и так далее, и членов семей, это гигантское число людей, зависящих вот от этой отрасли. Когда отрасль начнет умирать, это будет означать гигантскую безработицу, снижение уровня жизни для значительной части российского населения. Ну, мне трудно даже сейчас сказать, да, как плохо будет, если наша нефтяная отрасль начнет умирать раньше времени, и нет пока никаких идей, чем ее заместить. Мы много говорим о том, что экономически Беларусь и Россия очень сильно связаны. Если начнутся такие большие проблемы в экономике России, как это повлияет, на ваш взгляд, на экономику Беларуси? Ну, я думаю, действительно связаны. Будет меньше заказов от российских предприятий, будет меньше, сократится объем товарообмена, сократится объем, ну, сотрудничества хотя бы в изготовлении каких-то оборудования, деталей и прочее. Ну, это будет, если весь мир уже сейчас смотрит в какую-то не просто рецессию, а в длительную стагнацию, вот если удастся отправиться вот от эффекта этого коронавируса, ну, не ослабляться, но уменьшаться в объеме, и, конечно, ничего хорошего из этого не получится. То есть вы намекаете на то, что наше такое стратегическое сотрудничество, наше объединение в рамках и союзного государства, и ЕАЭС, оно как-то будет ужиматься, ограничиваться, мы будем так дистанцироваться друг от друга. Ну, у меня у самого очень пессимистический взгляд на будущее и союзного государства, где я большого эффекта от этого не вижу, и на будущее вот это Евразес. Ну, давайте я не буду комментировать, потому что несколько раз мы пытались наладить сотрудничество группы европейских инвесторов России с кем-то из Евразес, но сталкивались с тем, что на словах это все существует, но когда говорят о каких-то успехах, то просто суммируют данные всех стран.
А само объединение, оно тут роли большой вот в этих успехах не играет. Есть успех Армении, есть успех Казахстана, есть успех где-то Беларуси. А это все суммируется и говорит, смотрите, какой большой успех у нас у Евразес. А Евразес как организация, она к этому абсолютно никакого отношения не имеет. Это контора нескольких бюрократов, которые собирают эту статистику и выдает сумму этой статистики за свой успех. Ну плохо я отношусь к такого рода объединению. Как вы думаете, если все-таки проблемы в экономике будут, в первую очередь в России, много говорят о том, что для того, чтобы поднять рейтинг, президент России в свое время и затеял всю эту кампанию крымскую. Не может ли более агрессивно вернуться Москва к обсуждению углубления интеграции Белоруссии и России на фоне экономического кризиса, снижения рейтинга действующего президента, чтобы таким образом рейтинги поднять? Вот мне бы не хотелось такого развития событий, на которые вы намекаете, но обращаясь к истории вот последних 20 лет существования Российской Федерации во главе с одним единственным человеком, я должен заметить, что агрессивные действия в отношении соседей предпринимались тогда, когда был очень хороший приток наличности за счет торговли нефтью и газом. Как только он ослабевал, Россия становилась более миролюбивой и не отваживалась на авантюрные действия в отношении соседей. Поэтому давайте все-таки надеяться, что в обстановке низких цен на нефть Россия не пойдет на какие-то еще новые авантюры. Сейчас тоже много вспоминают историю прошлого столетия, 80-х годов, когда также были рекордно низкие цены на нефть, что, по мнению многих, так, наверное, все-таки и есть, привело к развалу Советского Союза. Как вы думаете, развалом России эти низкие цены не грозят? Есть подозрение, что если вместе с коронавирусом, толчок в ту сторону заметен, потому что уже сейчас федеральный центр начинает поручать субъектам федерации объявлять собственные программы борьбы с коронавирусом, какие-то полномочия. То есть из федерального центра уже не в состоянии регулировать хотя бы борьбу с эпидемией. А когда в регионах начнут понимать, что в общем-то, из федерального центра им большой помощи в такой ситуации нет никакой, не исключено, что будут какие-то стремления и укрепления сепаратизма и много что еще. Но тут опять сценарии, которые сейчас предвидеть очень трудно. Можно ли исправить ситуацию, которая есть в нефтедобывающей сфере, чтобы попытаться вернуться к тому, что было там несколько месяцев назад? Вот мы помним, что Россия так демонстративно вышла из ОПЕК+, и со стороннему наблюдателю как бы все взаимосвязано, и с этого все и началось. Как-то вернуть все назад, и Россию в ОПЕК+, и договориться, чтобы саудиты сократили добычу нефти, и так далее. Есть ли предпосылки к тому, что возможны такие договоренности? Вы знаете, я в начальной школе уроки арифметики не пропускал. И вот даже я посчитал. Посмотрите, до вот этого кризиса миру было нужно примерно 100 миллионов баррелей нефти в сутки. Там 101 получалось. Сейчас в результате спада экономической активности это где-то 70-75. То есть на четверть потребности мира в нефти они сократились. Даже если в результате, как Китай немножко оживает, например, если сейчас оживет экономика после того, как спадет вот эта эпидемия, то все равно ожидается, что где-то на 15, как минимум, процентов потребность в нефти будет ниже, чем до вот этих кризисных условий жизни в экономике. А эти 15% это 15 миллионов баррелей в сутки. Дальше сюда придет новая нефть. 500 000 баррелей придет из нового месторождения в Норвегии,
Скорее всего, возродится добыча в Ливии, добычу увеличивают в Саудовской Аравии, на границе с Кувейтом, в Кувейте. Ирак собирается увеличивать добычу, Нигерия, Бразилия, Соединенные Штаты наращивают добычу. То есть где-то еще 5 добавят. Ну, 5, это будет 20 миллионов баррелей в сутки, которые нужно убрать с рынка, чтобы восстановить баланс спроса и предложения. И никакой ОПЕК, как бы он ни собирался, какими бы плюсами ни обрастал, какими бы союзниками, он не в силах сократить свою добычу и свой экспорт вот на эти 20 миллионов баррелей в сутки. Самое большое, на что они могли что-то сделать, 3 миллиона баррелей в сутки, но 20 это невозможно. И поэтому сейчас единственный выход для тех, кто добывает нефть и продает, это драка, это борьба за рыночные ниши, это огромные скидки, чтобы вытеснить конкурентов из этих рыночных ниш и брать не ценой высокой нефти, а брать скидками и большими объемами. Это то, что делает сейчас Саудовская Аравия. Вот будущее-то вот такое, а не новая договоренность в рамках ОПЕК+. Сколько это продолжится? Вот эта вот драка и низкие цены. Это сказать трудно, но пока вот единственная возможность несколько снизить накал страстей, это сейчас усилия, которые предпринимают вместе Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки. Вот они договариваются о какой-то координации на нефтяном рынке. Это не будет картель, который своими манипуляциями действует на цены, поскольку в Соединенных Штатах есть законы, запрещающие картельные сговоры. Но какая-то координация для смягчения ситуации, она может быть и она обязательно возникнет. Вот когда говорят, что это трехсторонние переговоры с участием еще и России, то тут забывают о том, что от России в этой ситуации вообще ничего не зависит. От нее зависело бы, если бы она была в состоянии, быстро реагируя на рыночную конъюнктуру, увеличить объем добычи или сократить быстро объем добычи. И таким образом, значит, вот этими объемами, как инструментом, регулировать рынок. Россия не может не увеличить добычу по многим причинам, логистическим, экономическим, организационным, коммерческим. И в обратную сторону тоже не может отыграть сейчас. Поэтому она будет сидеть на этих переговорах как посторонний наблюдатель, пригласили только из вежливости, чтобы показать, вот видите, вот успокойтесь, мы вас признаем великой энергетической державой, что вот мы с вами тут сидим, советуемся. Но решение будет принимать не она, решение будет принимать два игрока. Это Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. Как вы думаете, в результате всего этого удастся саудитам и США, там, может быть, совместно и остальным игрокам вытеснить полностью Россию с европейского рынка? Но этого никто не хочет, потому что у России есть долгосрочные контракты. Во-первых, на европейском рынке она поставляет нефть, и будет поставлять нефть по этим контрактам, пересмотрит, возможно, формулы цены в этих контрактах. И это удобно. К этой нефти, к ее специфике привыкли многие нефтеперерабатывающие заводы. То есть все это продолжится. Но выход на какие-то новые рынки будет для России закрыт. С Китаем она продолжит сотрудничество, потому что Китай всегда говорил, мы возьмем столько нефти, сколько вы можете нам дать. Но там ограничения есть по логистике, по объемам нефти, которые Россия может там добывать в Восточной Сибири. То есть они уже достигли, объемы поставок в Китай, они достигли своего максимума. Максимум там где-то 75 миллионов тонн или 1,5 миллиона баррелей в сутки, 75 миллионов тонн в год. И больше этого там ничего не увеличится. А в Европе, да, долгосрочные сохранятся, а на краткосрочные придется, тут драка будет в пользу саудовцев, а не в пользу России. Ну и будем надеяться, что выиграют только от этой драки такие небольшие страны, относительно небольшие страны, которые не занимаются добычей нефти, а только ее потреблением, как Беларусь. Ну и все это не приведет к действительно очень сильному экономическому спаду вообще вокруг, что как один другого потянут в эту экономическую яму, следом за собой. Ну что ж, будем надеяться. Спасибо большое, Михаил Иванович. Вам Спасибо. спасибо.
Спасибо. Дзякуй вялікі.